Встреча женщин-активисток с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным состоялась накануне 29 августа. По словам женщин, встреча с послом прошла в дружественной обстановке и длилась около 2 часов. Главным вопросом обсуждения стал вопрос ратификации соглашения по Пицунской госдаче. Мы ему объяснили, что земля Апсны не продается, не отчуждается. И самое главное, что мы донесли до посла России в Абхазии, что настроение нашего народа совсем не такое, как он себе представлял. Я начала с того, что часто общаюсь с ветеранами, с народом, а это так оно и есть, и мнение ветеранов я могла сказать. Я сегодня могу с точностью сказать, что 80-90% ветеранов против продажи недвижимости и отчуждения. Он подробно сказал и дал понять, и назвал, что президент, премьер-министр и Совет Безопасности, он с ними говорил, и они подписали документ и согласны с этим документом. Но по ихним словам, народ просто обсуждает, но не против подписания этого договора. Мы ему донесли, что с народом надо общаться для того, чтобы знать, что знает народ. И вот мы от народа к вам пришли и сказали, что будут возмущения. Народ в основной своей массе против отчуждения. Он нам сказал, что я отменить соглашение не имею права и не смогу, но я доведу до Владимира Владимировича Путина и для руководства Российской Федерации мнение народа, большинства, и как бы все зависит от решения парламента. Вот так он и сказал. Ваш парламент как решит, так и будет. Я считаю, лично я и все, с кем я общалась, что это соглашение надо отозвать. Журналисты из Едачани также присутствовала на встрече с послом Михаилом Шургалиным. По ее словам, главный ориентир для российского посла – парламент. Посол нам дал ясно понять, что мнение общественности, в общем-то, его не интересует, что его главная ставка и что его главный ориентир на парламент. Парламент он назвал лакмусовой бумажкой, если кто-то читал вчерашнюю информацию в нужной, вы, наверное, это заметили, лакмусовой бумажкой для Российской Федерации, которая по тому, как пройдет голосование по проекту закона о ратификации соглашения, будет судить о дальнейших проектах, которые Россия намерена реализовать в Абхазии. Он говорил о 2 десятках проектов, но назвал конкретно только 2. Он назвал железнодорожный проект и проект аэропорта. И вопрос о Пицунской даче он напрямую увязал с вопросами, которые должны также быть приняты в парламенте. Это вопросы, связанные с землей и связанные с недвижимостью. Что я еще хотела бы сказать? Да. Он подчеркнул, что поэтому Пицунский вопрос является для них знаковым. Но по итогам встречи я все-таки вынуждена констатировать, что посол не оставил пространства ни для каких наших иллюзий, связанных с тем, что вот это как бы это вот не правительство России, не высшее руководство России, а вот какие-то олигархи, я не знаю, олигархи или не олигархи, конкретно он не констатировал, но он сказал, что это интерес высшего руководства России. Он аргументировал желание России получить Пицунскую дачу в собственность тем, что, на мой взгляд, очень малоубедительный аргумент, тем, что Путин желает проводить встречи на Пицунской даче, но не как на территории Абхазии, а как на территории Российской Федерации. Так, я даже процитирую. Это прямая цитата. Цитата: «Путину нужна Пицунда», сказал посол. Так... Это я сказала. Да, и я хотела бы отметить, что в речи посла присутствовали элементы самого откровенного шантажа.
он несколько раз подчеркнул, что, вернее, спросил наши отношения, как мы будем реагировать на то, что если в результате того, что мы не подпишем, наш парламент не ратифицирует соглашение, ФСО России покинет Пицунду. Потом он сказал о российской военной базе, которую тоже может покинуть могут покинуть российские войска. И он дал понять, что и инвестиционные проекты, которые запланированы, опять же повторю, что он назвал только 2 проекта, аэропорт и железная дорога, не будут реализованы, если парламент не примет проект закона о ратификации, а соответственно не примет законы, связанные с недвижимостью, с продажей недвижимости иностранцам и земли. Вот как бы вполне возможно, что вот я немного, не немного, а много более, не так, как вот Наира и Лариса восприняла данную встречу, но, на мой взгляд, акценты посла были достаточно красноречивыми, и в противоречие интервью, которое он давал РИА Новости, он даже намекнул, но опять же это было в форме вопроса, он спросил, а как вы прореагируете, если вы перестанете получать пенсии российские. Ну, вот такой вот был у нас разговор. Между тем, я считаю, что разговор был все равно полезен. Во-первых, мы донесли свою позицию до посла. Во-вторых, он все-таки понимает, что мнение общественности и мнение нынешней власти, они разнятся. Вот. И в-третьих, как бы это уже, собственно, мое мнение, я не считаю, что в данной ситуации мы должны апеллировать к послу Российской Федерации. У нас есть президент, который должен защищать интересы нашей страны и нашего народа. А президент России, он, конечно, будет защищать интересы своей страны и своего народа. Член политической партии «Апсны» Наира Амалыя рассказала, что на встрече с послом они коснулись разных тем. В ходе обсуждения вопроса ратификации соглашений по Пицунской госдаче женщины рассказали об опасениях и страхах народа, отметила Наира Амалыя. Вы знаете, со всех сторон мы обсудили этот вопрос, и он терпеливо перед 4 женщинами отвечал на все вопросы. Мне его было даже жалко где-то. Я надеюсь, что у него опыт общения с женским коллективом тоже есть, и он справился благополучно с этим. Мы все разные, с разным мнением, с разным подходом. Для меня лично главное – это цель не потерять абхазские земли. Вот я в углу угла ставлю именно эту цель. А кто, что и как скажет, меня вообще мало интересует. То есть финансирование дачи вот в том виде, в котором есть, то есть они хотят отремонтировать вот эти вот здания, невозможно. Счетная палата сочла, что она не может финансировать эту дачу вот в таком виде. Им для этого нужно соглашение и перенести в собственность эти небольшие здания. Ну, большие и небольшие здания. Мы объяснили, что есть другие пути, есть соглашения, которое выше этого соглашения, межгосударственные договора, что это имеет большую силу, и что деньги можно переправить, там, финансировать этим путем. Есть другой путь, инвестпрограмма. Мы понимаем, что строительные подряды тут захотят и у нас, может быть, и потому у некоторых есть интерес Пицунду не отдать или так далее. Ну, в общем, у народа один интерес – сохранить земли для будущих поколений, чтобы мы не совершили эту ошибку. Мы все это донесли. По поводу власти мы объяснили, что у него недостоверная информация. Насколько мы понимаем, в его действиях это прослеживается. Он говорил о том, что вот Аслан Георгиевич Бжаня, именно он попросил встретиться с нами. Я говорю, ну, спасибо ему, но вообще-то он должен нам сказать спасибо, потому что мы пришли вот этот вот накал снять, чтобы у нас не было столкновений,
государстве. Ведь и на той и этой стороне наши братья и сестры стоят. Не нужно нам это в Абхазии. Там Чингачгук, сын оленя очередной, придет с флагом бить, убивать. Нам это не нужно. Давайте мы, абхазы, все-таки научимся не только воевать, танцевать и петь за столом, а еще и юридически грамотно, правильно составлять документы. Для этого у нас есть юристы, с которыми мы консультируемся. Если мы не юристы, мы прекрасно понимаем вот этот документ, вот я с собой ношу, я ему даже показала, в каком виде он у нас. Вот это просто доказательство того, что соглашение было скрыто на полгода. И наша реакция на сегодняшний день именно этим оправдана. Прежде чем выносить судьбоносные вопросы, президент, любой президент, любой страны должен обсуждать это с общественностью. Тем более в нашем маленьком обществе, когда доносятся разного рода слухи. Посол говорил о том, что разве вам аэропорт не нужен, разве вам железная дорога не нужна? Да как не нужно? И нужен нам аэропорт. Это счастье, если у нас будет аэропорт. Но мы хотим, чтобы самолетик, который увеличивает скорость на вот этой вот площадке, вот этой земле, эта земля осталась за нами. Любой инвестор вложит сюда деньги, и инвестор просчитает выгоду и будет иметь эту выгоду. Но вместе с тем в эти соглашения войдут те люди, мы же знаем, как это происходит. Они будут включать туда свои компании, фирмы, своих людей, своих родственников, для того, чтобы прибыль, они тоже получали. То есть вот там олигархи приедут, и местный олигархат у нас будет вот как бы вот взращиваться там в дальнейшем. И вот это вот богатые и бедные слои населения в Абхазии, они будут еще больше расслаиваться. Нам это не нужно. Вот все это... Мы даже до жрецов дошли, до абхазских. То есть в Пицунда рядом есть место силы. Мы объяснили ему, и он очень заинтересовался, кто такие жрецы, что это такое место силы. Он и это не знает. Вы понимаете, человек, который мало информирован, он может как-то так реагировать, но в то же время немного друг друга провоцируя, вот это тоже было, вот перекрестный такой допрос, разговор в нашем общении, с Изидой это было, с Нисфой это было, мы лучше поняли друг друга, и я думаю, что он очень хорошо понял. То, что он указал как лакмусовая бумажка Пицунда, я считаю, для оппозиции, для всего народа, это подсказка. И он говорил о том, что еще есть какие-то, то ли 16, то ли 19 пунктов, которые после вот этой лакмусовой бумажки примут свой правовой ход. То есть это мы говорили и про АИБГу, мы говорили о том, что если границы, Россия под указом президента Путина и так далее пытается сохранить свои границы, что это подсудное дело, уголовное дело. Почему у нас тоже есть эти же законы, у нас это не работает. В завершении брифинга женщины-активистки сообщили, что намерены отправить письмо на имя президента Аслана Бжаня с просьбой отозвать из Народного собрания проект закона о ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия. Альга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.